Сталин скиф. Звучит необычно, не правда ли? Как связать вождя Великой Красной империи и скифство? Если здесь связь, возможно ли ее найти? На мой взгляд, можно. Потому что Иосиф Виссарионович родился и жил в том мире, который имел непосредственное отношение к скифской культуре, к скифским мифам и символам. Начнем с рождения. Как известно, Иосиф Джугашвили, позднее известный как Сталин, родился в грузинском городке Гори на севере Грузии, которая непосредственно граничит с Южной Осетией. И вот это очень важное обстоятельство. Дело в том, что до сих пор ученые, биографы Сталина спорят о его происхождении. При этом многие указывают на то, что будущий отец народов имел именно осетинское происхождение, осетинские корни. Указывают на то, что на самом деле фамилия Джугашвили образована от осетинской Дзугаев, Дзугат, и что предки Иосифа Сталина на самом деле переселились из Южной Осетии в Гори и позднее грузинизировались, то есть ассимилировались и стали уже восприниматься с грузинами, стали восприниматься как грузины. Действительно, такая версия имеет под собой основание, а как мы знаем, осетины – это фактически прямые потомки скифов, сармат и алан, североиранских племен, которые сохранили свой язык, максимально близкий к древнему скифскому. Но даже если ставить под сомнение вероятные осетинские корни как отца Иосифа Сталина, Бесо Джугашвили, так и его матери Екатерины, но тем не менее некоторые аспекты биографии Сталина все же обращают на себя внимание в этом осетинском, то есть скифском контексте. Известно, что первые дети у семьи Джугашвили, у Бесо и Екатерины, первый и второй сын, они умерли. И это была большая трагедия для семьи. Поэтому с очень большим вниманием они относились к здоровью маленького Сосо Иосифа. Он был болезненным ребенком, и вот после одной из таких перенесенных тяжелых болезней родители дали обет, что посетят вместе с ним святилище, которое очень почиталось в той местности, причем святилище осетинское в местности Джири. Это святилище было посвящено божеству Уастаджи или святому Георгию. Называлось Джири Уастаджи Дзуар, то есть святилище, посвященное Уастаджи в местечке Джири. И вот это святилище считалось обладающим целебной силой. Туда приводили детей, туда приводили людей, одержимых бесами, как считалось, изгоняли темные силы из людей. И вот после одной из перенесенных тяжелых болезней родители вместе с маленьким Сосо туда отправились, провели обряд, совершили жертвоприношение барана, и, собственно, после этого здоровье маленького Иосифа поправилось, и родители таким образом, посетив, отмечу еще раз, это именно осетинское святилище, почитаемое прежде всего осетинами и связанное с осетинским божеством мужчин, путников, победителей, уастражи. Именно там Сталин, по сути, прошел вот некую инициацию. Кстати, имя Сосо, которым его называла мать Сталина, да, такое уменьшительно-ласкательное имя, оно тоже не случайно. Оно известно из нардского эпоса, где известен герой Сослан Стальной. И вот это очень важно. То есть уже с ранних лет Сталин ассоциируется с героями нардского эпоса, с именами из этого эпоса, которые он, по сути, переносит на себя. Потому что, с одной стороны, вот это Сосо, сокращение от Сослана, одного из таких богатырей нардского эпоса, а другое Сослан Стальной. Возможно, именно это повлияло на выбор Сталиным
своего партийного псевдонима, под которым он вошел уже в мировую историю. Сам нардский эпос, он имеет очень древние корни, он распространен практически на всем Северном Кавказе у разных народов, и у грузин, и осетин, кабардинцев, балкарцев. Но, как доказали исследователи с мировым именем, такие как Жорж Демузиль, ядро нардского эпоса составляет скифская мифология, скифские легенды, которые распространились по Кавказу, смешивались с верованиями других местных племен, но тем не менее ядро сохранилось именно со скифского времени. И по сути это повествование о скифских богатырях, совершающих великие подвиги и таким образом прославившие себя в веках. И понятно, что Сталин, скорее всего, действительно жил вот в той культурной среде, где эта мифология, эпос, такие символические религиозные представления о герое, солнечном герое, солярном, который сражается за то, чтобы принести огонь людям. Эти мифы были распространены на Кавказе. Он переносит все эти представления на себя, и это серьезнейшим образом, кстати, могло повлиять на становление его личности, вот эта скифская мифологическая культура. И нужно сказать, что этими образами он оперировал действительно. Во-первых, эти имена. Во-вторых, даже когда он общался с близкими, например, дочь свою Светлану, он тоже так ласкательно называл Ситанкой или Шатанкой. Это тоже персонаж, связанный с нардским эпосом, известный как Сатана или Шатана, прекрасная солнечная дева. Известно также, что своего сына Василия, который отличался таким диким нравом, не слушался в школе, он тоже называл скифом, кстати, напрямую, когда переписывался с его учителями, требуя более жесткого отношения к своему сыну. То есть Сталин вполне четко представлял эти образы, оперировал ими, переносил на свою семью и, вероятно, на себя самого. Таким образом, мы можем сказать, что вот эта скифская линия в его жизни действительно присутствовала. Да мы даже если вспомним величайшее достижение его, это победа над нацизмом, над абсолютным злом, вот есть некоторые параллели между войной Великой Отечественной и той войной, которую в свое время скифы вели с персами, заманивая на свою территорию, занимаясь партизанской войной и в итоге изгнав полностью противника со своей территории. То есть, возможно, и такие исторические параллели между нашествием огромной империи персов на скифов причерноморских и нашествием европейских нацистов на Советский Союз. Да и в целом некоторые исследователи, которые глубоко погружены в скифскую тему, отмечают сходство геополитическое, историосовское между Советским Союзом, который представляется вот такой солнечной державой, солнечной империей, которая стремится к всеобщему равенству, к счастью на земле, с представлениями скифского мира о золотоносной божественной силе, воплощением которой являются цари-вожди, и они распространяют эту силу на огромных пространствах. От Карпат до Тихого океана, как известно, простирался скифо-сибирский мир, и потом уже в 20 веке именно эти территории объединял Советский Союз с вождем, отцом народов Иосифом Виссарионовичем Сталиным, который, как мы показали, действительно имел отношение к символам скифского мира, он осознавал их и сознательно, вероятно, использовал в своей политике.